пришли присяжные заседатели? Прошу садиться. Так, продолжается рассмотрение уголовного дела по обвинению Байжанова и Бишимбаева. Так, перед началом, продолжением судебного следствия прошу сообщить коллегию присяжных заседателей, имеются ли у них заявления, ходатайства об оказании на них давления за время перерыва в судебном разбирательстве. Имеются у вас заявления присяжных заседателей? Не имеется. Таким образом, от коллегии присяжных заседателей заявление, ходатайства об оказании на них давления за время перерыва в судебном разбирательстве не поступило. Так, продолжим тогда рассмотрение дела. Прошу, сторона обвинения. Да, уважаемый суд, нами будет в настоящее время заявлено ходатайство о признании недопустимым в качестве... Так, прежде всего, сторона обвинения, мнение сначала по заключению специалиста. Кстати, где заключение специалиста, которое было в предыдущем судебном заседании? Прошу, сторона обвинения. По приобщению, да, уважаемый суд? Да, по заключению специалиста. По поводу приобщения. Вчера на судебном заседании стороной защиты было заявлено ходатайство о том, чтобы приобщить и исследовать в рамках суда заключение эксперта Телемисова от 2 апреля 2024 года. В приобщении, а также в дальнейшем его исследовании мы возражаем, уважаемый суд, уважаемые присяжные заседатели, поскольку данная процедура проведения данного заключения, данного исследования, она нарушена, идет вразрез с нормам уголовно-процессуального законодательства. Так, статьей 80 уголовно-процессуального законодательства предусмотрено, что специалист не вправе вести переговоры с участниками процесса по вопросам, связанным с проведением исследования, без ведома органа, ведущего уголовный процесс, в нашем случае без ведома суда. То есть ни суд, ни участники процесса не были уведомлены о назначении данного исследования. Далее, в соответствии со статьей 122 части 3 пункта 4, при привлечении специалиста на договорной основе защитнику разъясняются его права и обязанности, а также предусмотренная уголовная ответственность статьей 422 и 423 с оформлением расписки. Данная расписка в течение суток она должна направляться лицу, то есть в данном случае суду, да, для приобщения к материалам уголовного дела, что также стороной защиты сделано не было. Также специалистом Телемисовым были исследованы не все материалы уголовного дела. Более того, стороной защиты были предоставлены сканированные варианты материалов дела. Также не были исследованы вещественные доказательства, что законность, в связи с чем законность данного заключения оно будет противоречить законодательству Республики Казахстан. Обоснованность выводов представленного заключения также вызывает сомнения. Также выводы заключения, которые представила сторона защиты, оно диаметрально противоречит заключениям, выводам заключений, получается, экспертов по городу Астана и эксперта по городу Алматы. Далее, данные заключения экспертов, они были построены на результатах непосредственного исследования трупа Нукеновой в соответствии с правилами проведения экспертиз и исследований и предусмотренных экспертных методик. Вот на основании этого, уважаемый суд, если сейчас мы говорим только по заключению исследования Телемисова, в этой части, уважаемый суд, на основании данных выше приведенных доводов мы возражаем о приобщении и дальнейшем его исследовании в суде. Да, следующее у вас ходатайство было. Да, далее, да, тогда заявляем. Хорошо. Хорошо. Далее у меня было вообще ходатайство изначально, это о признании недопустимым. Это вот ранее было стороной защиты также заявлено. Ходатайство
оно было приобщено судом, но не исследовано пока в настоящее время. Мы просим также признать данное исследование, это исследование специалистов Кильдишова и Туманова, город Москва. Вот их просим признать недопустимым, а также вот то, что мы сейчас огласила я по приобщению заключения эксперта Телемисова, также просим их признать недопустимым. По поводу заключения экспертизы, заключение исследования, получается, специалиста по городу Москва, Кильдишова и Туманова, такие основания о признании недопустимым — это то, что гражданин Российской Федерации, проводя исследование, выдавая заключение на территории своего государства, не может нести уголовную ответственность за дачу заведомо ложного заключения по статье 420 Уголовного кодекса Республики Казахстан, то есть на нашей территории. Данные указанные специалисты, это я вот сейчас именно по городу Москва говорю, они физические лица другого государства, выходя за пределы своей компетенции, дали оценку обоснованности выводов заключения экспертиз, проведенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, соблюдением всех требований норм уголовно-процессуального законодательства, правила производства судебных экспертиз и исследований, предусмотренных экспертных методик, которые уже включены в реестр экспертных методик Министерства юстиции Республики Казахстан. Также данное исследование оно было проведено на основании договора с адвокатом Бишимбаева, то есть который предусматривали оплату, да, за предоставление услуг. При этом адвокат выступает в качестве заказчика, а специалисты являются исполнителями заказа. В этой связи мы считаем, что налицо заинтересованность специалистов в получении материальной выгоды, а у адвокатов получается в свою очередь получение выгодного для них исследования. Далее, также вот в частности по самой экспертизе здесь выводы специалистов города Москва о том, что Нукенова могла получить часть телесных повреждений в области головы в результате падения с высоты собственного роста, однако ими не указываются непосредственные причины, которые могли привести к падению потерпевшей. Вот, что возможно при состоянии тяжелого опьянения или потери сознания. То есть в связи с чем эти выводы являются обоснованными, в связи с чем они являются голословными, лишенными какого-то либо логического обоснования. Далее, кроме того, указанные специалисты без непосредственного исследования трупа Нукеновой только на основании своих суждений указали на возможность наступления смерти как в результате обострения якобы предшествующей старой гематомы. А в соответствии с пунктом 400 правил производства судебных экспертиз и исследований получается установление причины смерти только на основании медицинских документов допускается, в связи с чем определение иной причины наступления смерти Нукеновой, кроме как указанной в выводах экспертизы трупа, как закрытая черепно-мозговая травма, состоящая из множественных кровоподтеков головы и лица, также субдуральной и субарахноидальной кровоизлияний уже не допускается. Вот. И в соответствии со статьей 112 части 1, уважаемый суд, фактические данные должны быть признаны недопустимыми в качестве доказательств, если они получены с нарушениями норм уголовно-процессуального законодательства, которые путем лишения или стеснения гарантированных законом прав участников процесса могли повлиять на достоверность полученных фактических данных. В данном случае существенным нарушением порядка производства процессуальных действий. И вот на основании вышеизложенного, уважаемый суд, просим заключение специалистов по городу Москва, Кильдишова и Туманова признать недопустимым в качестве доказательств, а также на заключение специалиста Телемисова от 7 апреля 2024 года также признать недопустимым. У меня все, уважаемый суд. Прошу мнение по ходатайству, потерпевшие его представители. Предоставить нам ходатайство с заключением, которое вчера сторона защиты, чтобы на обозрение суду присяжных
Уважаемый суд, по заявленному ходатайству о приобщении к материалам дела заключение специалиста от 2 апреля, заключение специалиста Тлемисова, мы возражаем в полном объеме по следующим основаниям. Я прошу обратить внимание суда, а также суда присяжных, уважаемые присяжные заседатели, обратите, пожалуйста, внимание. В соответствии с нормами статьи 80 специалист не вправе вести переговоры с участниками процесса по вопросам, связанным с проведением исследования. Сейчас гособвинитель на это обратил внимание. Теперь я прошу вас обратить внимание на договор, заключенный между специалистом Тлемисовым, который дал это заключение, и защитником Рамазановой. 24 марта 2024 года заключается договор. Город, заключение, город Актобе. Далее. Тогда как специалист может быть в соответствии со статьей 80 Уголовного процессуального кодекса может быть привлечен адвокатом на основании адвокатского запроса. Это предусматривает нормы уголовного законодательства, уголовно-процессуального законодательства. Однако 27 марта, вот 24 заключается договор, но только 27 марта адвокатам направляется адвокатский запрос с вопросами, который, возможно, разрешит или не разрешит данный специалист. То есть уже после того, как возмездный договор был заключен, что уже незаконно. Более того, далее прошу вас обратить внимание, в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства, адвокат, который привлекает на договорной основе специалиста, обязан сам разъяснить его права и обязанности, предусмотренные статьей 80. То есть, привлекая специалиста, мы, как адвокаты, обязаны разъяснить ему его права, что он имеет право делать, и предупредить его об уголовной ответственности в соответствии со статьей 420-423. Мы должны предупредить данного специалиста, что если он даст заведомо ложное заключение, он будет привлечен к уголовной ответственности за дачу заведомо ложного. То есть это наша обязанность как защитников. Но что делает адвокат Рамазанова? Я прошу обратить внимание на данный документ. Это расписка. Теперь обратите внимание на дату. 27 марта 2024 года. Город Алматы. Тогда как мы все, в том числе участники данного судебного разбирательства, прокуратура и вы, суд присяжных, 27 марта находились в городе Астана. В этом зале судебного разбирательства шел отбор суда присяжных. То есть Рамазанова фактически в Алмате находиться 27-го не могла. Но не забываем, что специалист, судебно-медицинский специалист, вообще находится в городе Актобе. То есть каким образом, непонятно. Рамазанова одновременно находилась в 3 местах, эксперт находится в Актобе, она находится в суде в Астане, но при этом расписку о предупреждении его об уголовной ответственности почему-то отбирает в городе Алматы. Далее. Заключение специалист выдает уже 2 апреля. Но при этом в течение суток, в соответствии со статьей 80, Рамазанова не только предупреждает его об уголовной ответственности, но в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса обязана была в течение суток отобрать данную расписку и направить ее в орган, осуществляющий расследование, то есть суд. То есть мы должны были быть уведомлены о том, что данный специалист привлечен. Таким образом, уважаемый суд, мы согласны с мнением прокурора, просим признать, не приобщать данное заключение к материалам уголовного дела, не исследовать его и признать недопустимым. Хорошо. Уважаемый суд, уважаемые присяжные заседатели, я полностью поддерживаю ходатайство, которое было заявлено государственным обвинителем. Те доводы, которые моя коллега высказала, и немного дополню. Суду представляется 2 заключения. Одно московских специалистов, одно казахстанского специалиста. Кто такой специалист по требованиям Уголовно-процессуального закона, то есть по Уголовно-процессуальному кодексу? Это лицо, обладающее специальными знаниями. Кто такой эксперт? Это лицо, обладающее специальными научными знаниями. Для того, чтобы сделать какой-либо анализ тех заключений вот, со стороны специалиста, пусть он был привлечен, предполагаем, что он был привлечен процессуально с соблюдением всех требований.
Специалист должен мотивированно обосновывать свои выводы в части несогласия с теми или иными выводами эксперта. И эти выводы должны быть в том числе научно мотивированы, практически мотивированы, либо методически мотивированы. Мы ознакомились с заключением московских специалистов, и кроме как несогласия с выводами казахстанских экспертов, научной, практической, либо методической обоснованности и ссылки на соответствующие источники в этих заключениях нет, в этих выводах нет. Соответственно, данное заключение, оно не может вообще рассматриваться как заключение специалистов. Это по Москве. Те доводы, которые прокурор сказал, также поддерживаю в части того, что не отбиралась от них в том порядке, в каком это необходимо, расписка. Если посмотреть на расписку, на ней указано также город Москва, уважаемый суд, и по месту требования. То есть такое ощущение, что эти специалисты сами себя предупредили и отправили по месту требования вот через адвокатов. Касательно заключения второго казахстанского специалиста, обращаю внимание, уважаемый суд, помимо того, что мы